Современная жизнь немыслима без электричества. Без него в домах не будет тепла и комфорта. Остановится работа школ, больниц и предприятий. Но этого не допустят энергетики. Сегодня в этой сфере трудятся высококвалифицированные специалисты. Они не только обеспечивают, но и постоянно поддерживают импульс, бегущий по проводам. Один из ведущих игроков на рынке энергетики нашего региона – Коми коммунальные технологии. Оперативные бригады компании всегда начеку и готовы предотвратить или ликвидировать аварию. Подъехали ТП-24, зашли РУ 10 киловольт. На территории региона компания передает треть всего объема электрической энергии. В зоне ответственности объекты в 18 муниципальных образованиях. РП-18, РУ 10 киловольт. Выполнить осмотр. Ячейка 17. Перевести ключ телемеханики в дистанционное управление. Все данные о работе электроподстанций поступают на диспетчерский пульт в виде звуковых и световых сигналов. В носовом контроле у нас находится РП-7, электроснабжение первого водозабора первого подъема, снабжающего водой столицу Республики Коми, а также клинический кардиологический диспансер, это РП-12. Все подстанции, входящие в данную систему, оснащены датчиками всевозможными, в том числе датчики пожара, открытия или закрытия двери и включенного и отключенного положения вакуумных выключателей. На данные экраны ежесекундно приходит обновление параметров электрической сети. Ежедневно компания обеспечивает энергией почти 11 тысяч потребителей. Среди них крупные производственные предприятия, социальные объекты, многоквартирные дома. И количество клиентов постоянно растет благодаря профессиональной и оперативной работе. Сейчас в рамках инвестиционной программы служба релейной защиты Коми коммунальных технологий завершает пусконаладочные работы на новом объекте. Проложена линия электропередачи, установлена новая трансформаторная подстанция. Электроэнергией будет обеспечен еще один строящийся жилой комплекс в столице республики. В нашей службе работает 15 человек по разным направлениям. Это испытания и измерение электрооборудования, как внутренних сетей, так и силовых. Также релейная защита, автоматика, тепловизионный контроль электрооборудования, контроль качества электроэнергии в своих сетях, также в сетях потребителя. Сейчас напряжения на подстанции нет. Испытания энергетики проводят с помощью специального оборудования. Мы можем имитировать с помощью Ритома 61 оборудования и ноутбука, подать напряжение, чтобы проверить РУ 10 киловольт на работоспособность, то есть включить и отключить вакуумные выключатели, проверить защиту, сигнализацию, цепи управления и проверить простейшие защиты. Только в 2018 году компания ввела в эксплуатацию 8 трансформаторных подстанций. Все оборудование новое, современное, надежное. И даже в случае аварийной ситуации бесперебойное энергоснабжение будет обеспечено. Дополнительный источник питания включается автоматически и может работать более 2 суток. Это у нас щит, источник бесперебойного питания. Он существует для непосредственно питания подстанции 10 киловольт. Без какого-то источника питания. Отключаем основное питание. Он не видит основное питание. И сам включился, и получается у нас запитывает вся батарея. Электроустановки и воздушные линии обследуют с помощью тепловизоров. Это позволяет выявить аварийные и развивающиеся дефекты действующих объектов без их отключения. В распоряжении службы есть и передвижная электротехническая лаборатория. Передвижная лаборатория, она для испытания кабельных линий, определения места повреждения, показывает длину кабельную линию, длина до места повреждения, то есть можно здесь посмотреть, сколько от начала до места повреждения. Компания не только производит и транспортирует электроэнергию. В 2015 году по заказу правительства республики была построена теплоэлектростанция для утилизации древесных отходов с пользой. Вырабатываемая электроэнергия поступает в дома микрорайона Лесозавод. Основным топливом для электростанции являются кородревесные отходы, опилки деревообрабатывающих и лесоперерабатывающих комбинатов, а также кородревесные отходы с муниципальных свалок администрации города. Годовой расход топлива около 80 тысяч тонн топлива. Коми коммунальные технологии – молодая компания, но создана не на пустом месте путем слияния нескольких брендов в 2015 году.
Учредителем выступило агентство Республики Коми по управлению имуществом. В настоящий момент в компании трудится более 500 высококвалифицированных специалистов. Мы обеспечиваем бесперебойное энергоснабжение почти 200 тысячам жителям республики. Особая наша гордость – это обеспечение энергоснабжения в труднодоступных населенных пунктах, где электроснабжение обеспечивается работой дизельных электрических станций нашей компании. Предприятие – один из крупных налогоплательщиков. В прошлом году в бюджет республики перечислено 950 миллионов рублей. В декабре Совет директоров Коми коммунальных технологий утвердил в должности руководителя Игоря Владимировича Бабкина. В родной Свердловской области он начинал с простого токаря, оператора ЭВМ. Большая часть трудового пути связана с энергетической отраслью. Впереди работа на благо нашего региона и выполнение инвестиционной и ремонтной программы. За 2 года компании уже удалось сократить количество отключений в электросетевом комплексе и снизить потери электроэнергии на 6,5% за 2 года. Результат один из лучших в Коми. Оптимизацией потерь, формированием объема услуг по передаче электроэнергии, а также заменой и установкой счетчиков занимается служба учета компании. Хотелось бы проинформировать потребителей Республики Коми, физических и юридических лиц, о том, что принят федеральный закон 522, в рамках которого снимается обязанность потребителя на установку, замену узлов учета с истекшим сроком поверки. Со второго полугодия 2020 года компания планирует массовую замену узлов учета с истекшим сроком поверки, даже тех приборов, которые не принадлежат организации. Хотелось бы попросить потребителей предоставить доступ, как минимум не препятствовать доступу персонала сетевой организации для замены. И все это будет производиться за счет средств сетевой организации. Здесь же центр обслуживания клиентов, где можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям от предприятий и заводов до частных домов и дачных участков. Кроме того, не так давно компания заключила соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг республики. Теперь в офисах МФЦ также можно оформить заявление на подключение. Наш центр обслуживания клиентов на сегодняшний день один в городе Стыкаре по улице Первомайская, 92. Помимо традиционной формы обращения заявителей непосредственно сюда, то есть мы работаем и с помощью почтовых отправлений, и через удобные интернет-сервисы на базе нашего сайта. И помимо прочего, у людей есть такая возможность подавать заявочки на техприсоединение через единый информационный центр на базе портала электросетевых услуг. Для качественного и своевременного выполнения всех работ предприятие располагает необходимым арсеналом технических современных средств. Но главная гордость предприятия – это кадровый состав. Это команда профессионалов и единомышленников, нацеленных на общий результат. Хочу поздравить коллектив Коми коммунальных технологий, а также всех энергетиков республики с профессиональным праздником, Днем энергетика, а также с наступающим Новым годом. Хочу пожелать здоровья, успехов и бесперебойного энергоснабжения, чтобы в домах наших жителей всегда было тепло, светло и уютно.